Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях пятницы 1 октября вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Эпидобстановка в столице ухудшается. Школьники сидят дома. Приостановили действие школьных транспортных карт. Обеспечить республику квалифицированными кадрами помогут профессиональные мастерские. Такие площадки открыли в Жатайском техникуме. В Центральном округе столицы сегодня открыли еще одну теплую остановку. В них районы начнут продавать свою продукцию. Сегодня Международный день пожилых людей. В Ленской районной библиотеке организовали выставку картин местных художников. Не страшны ему ни дождь, ни слякоть. Путешественник из Ростова-на-Дону автостопом добрался до Якутии. Премьер Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной. По словам премьера, на закупку медикаментов для пациентов, проходящих лечение на дому, правительство дополнительно выделит регионам более 5 миллиардов рублей. Кроме того, Мишустин подчеркнул важность нахождения запасов кислорода в медицинских организациях, так как в условиях распространения инфекции потребность в нем возросла. По сообщению главы Кабмина, 40 миллионов граждан уже прошли полный курс вакцинации, однако этого пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета в стране для борьбы с болезнью. В субъектах Российской Федерации наращивается коечный фонд. Уже развернуто свыше 217 тысяч инфекционных коек. Большинство заболевших проходят лечение дома под наблюдением врачей. По инициативе президента им предоставляются бесплатные лекарства. Правительство дополнительно выделит регионам на закупку таких медикаментов более 5 миллиардов рублей. Тем временем в Якутии эпидобстановка тоже напряженная. Среди заболевших продолжают выявлять внутрисемейные очаги заражения. За последние сутки в республике выявили 215 новых случаев заражения ковид. Самое большое количество заболевших приходится на Якутск – 127 случаев, и Мегино-Кангаласский район, где 13 заболевших. 7 в Амгинском и Вилюйском районах, по 6 в Алданском и Нерюнгринском, по 5 в Верхоянском, Намском и Татинском районах. Еще в 18 районах республики выявили от 1 до 4 заболевших. В соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия, который издан вчера, на территории республики продлен режим повышенной готовности по 31 октября 2021 года. В целом, среди тех ограничительных мер, которые действовали до настоящего периода, введено ряд мер дополнительного характера, прежде всего направленных на ограничение осуществления массовых мероприятий, независимо от количества участников. В связи с чем необходимо обратить внимание, что учреждения культуры, объекты спорта для населения продолжают работать в тех условиях, которые определены для них с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм по своим планам. Необходимо обратить внимание также, что не менее 50% работников тех организаций, которые не относятся, работники которых не относятся к лицам, для которых введена обязательная вакцинация, рекомендуется не менее 50% работников перевести на дистанционную форму работы. Очередное совещание оперативного штаба города Якутска под руководством мэра Евгения Григорьева прошло сегодня. Приняли решение о приостановке действия школьных транспортных карт со 2 по 8 октября включительно. Также бесплатный проезд временно отменили для школьников с 1 по 4 классы. Напомним, в столице в связи с ухудшением эпидобстановки по респираторным инфекциям до 8 октября не посещают школы все ученики. Другим темам. Центральная библиотека Алданского района открыла свои двери после переформирования. Выйти на уровень модульной библиотеки помогло участие в национальном проекте «Культура». Новый облик Некрасовки предстал в плоскости открытого пространства, в котором побывал Руслан Павлов. Галина Очкасова – ровесница Алданской библиотеки. Она до сих пор помнит первую свою книгу, которую взяла в учреждении. Ой, я училась в 3-й школе, и первая книжка у меня была «Мифы». Вот как эти змеи. Там это медуза Горгона с этими змеями. Вместо волос у нее змеи. Это на меня такое впечатление произвело, что я с тех пор стала читательницей. До сих пор читаете? До сих пор.
Галина Михайловна стала почетной гостьей на открытии одной из первых в республике модульной библиотеки, которой стала именно Некрасовка. Новый формат библиотека приобрела благодаря участию в национальном проекте «Культура». Библиотеки меняются, идут в ногу со временем. Подспорьем в этом является национальный проект «Культура», в котором мы приняли участие в 2020 году. В 2021 году мы получили финансирование федеральное в размере 10 миллионов рублей. Ну и сегодня вы можете видеть, как преобразилась наша библиотека. Молодежи здесь будет место? Я очень на это надеюсь, что наша библиотека станет центром живого человеческого общения и центром притяжения для молодежи. Дизайнерское решение нового облика Некрасовки лежит в плоскости открытого пространства. Оно позволяет мобильно менять обстановку для проведения тех или иных мероприятий. Сегодня здесь оборудованы зоны тихого чтения, коворкинга, библиокафе, студия звукозаписи, VR-комната, игровая, смарт-лаборатория с 3D-оборудованием и всем, что необходимо для занятий робототехникой. В актовом зале установлен светодиодный экран. Предполагается работа клубов по интересам, где желающие могут поделиться с земляками своими умениями в той или иной сфере. Библиотеки сегодня выходят на конкурентную среду с домами культуры, с театрами. Они превращаются в пространство для общения. Человек же что-то какое, оно не любит только быть одиночеством. Ну, одиноким, одним. И общение – это главная суть того, что мы называемся человеком. И сегодня библиотеки становятся пространством для общения. В свои 85 библиотека видит перспективы дальнейшего развития в сочетании современных технологий, информационных форм и методов работы с традициями прошлого. Библиотека открыта обществу и стремится к тому, чтобы быть привлекательной для самых разных людей, удовлетворяя разнообразные потребности своих читателей, оставаться для них источником знаний и информации, местом духовного, интеллектуального и человеческого общения. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Обеспечить республику квалифицированными кадрами помогут профессиональные мастерские. Такие инновационные площадки открыли в Жатайском техникуме. Из направлений робототехника, мехатроника, обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и сборка корпусов металлических судов. Сегодня мастерские начали свою работу. Мадина Халикова. Подробнее. Целый год здесь, в Жатайском техникуме, вели кропотливую работу, ремонт, установка оборудования, его настройка и все для того, чтобы студенты могли заниматься в инновационных мастерских. Направление этой площадки – мобильная робототехника. Конструктор металлический с большим количеством деталей. Благодаря компактному размеру и легкости он подойдет для работы и на земле, и под землей. В процессе обучения мы будем учиться программировать робота, собирать его. Ну и будет, как он будет двигаться, что он будет делать. Мне интересно это, потому что я решил стать программистом, хочу пойти по будущей профессии. И тех, кто решил продвинуться в профессии и получить высокую квалификацию даже на уровне среднеспециального образования – 94 человека. Они уже записались на обучение в новые мастерские. В мастерской по мехатронике представлен в миниатюре станок, который обычно есть на больших производствах. Он создан для того, чтобы отбраковывать качественные и некачественные детали. Например, мы возьмем деталь, сделаем небольшую комбинацию, и робот определит, качественная она или нет. Если качественная, то сейчас она пропускается по линии, она закрывается и уходит в исходное положение. А бракованная деталь при таких же манипуляциях дальше не пройдет. Направления совершенно разные, но все они востребованы на рынке труда. Например, в лаборатории обслуживания и ремонта оборудования релейной защиты и автоматики студенты на практике смогут окунуться в работу энергетиков. В этой лаборатории они будут учиться обслуживать и проводить регулировку и настройку различных реле, таких реле, как реле тока, реле напряжения и промежуточное реле. Также будут проводить проверку и настройку трансформаторов тока на 10 киловольт. Еще будут учиться работать на микропроцессорах Бреслер, которые созданы для защиты линии электропередач. Обеспечить разные отрасли республики высококвалифицированными кадрами и уже через 3-4 года выпускать больших профессионалов с практическими навыками – такую задачу поставил себе Жатайский техникум. Осваивая здесь свою будущую специальность, они получили
высокие компетенции, с тем, чтобы их ждали, чтобы их там уже заранее с периода обучения принимали на практику, с тем, чтобы мы все-таки вышли именно на задачи национального проекта на подготовку высококвалифицированных специалистов. Техникум и Жатайская судоверфь подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке кадров. Это, в частности, развитие речного, скажем, пароходства с вводом Жатайской судоверфи, когда у нас еще дополнительно будут востребованы 600 рабочих мест, конечно, эти рабочие специальности очень нужны будут. Выбор направлений создания мастерских связан с приоритетными задачами правительства Якутии по реализации социально-экономического развития. Создать лаборатории смогли благодаря нацпроекту «Образование». Мадина Халикова, Павел Пахомов, Жатай. Несколько долгостроев намерены исключить из реестра проблемных объектов в столице республики до конца года. Это дома номер 3 и номер 5 компании «Семир», а также 179-квартирный жилой дом по улице Каландришвили. Отмечается, что в результате совместной работы властей и компаний-застройщиков сокращается количество таких проблемных объектов. Так, в этом году дольщики 2 домов застройщика Черов и Ко и 1 объекта «Семир» получили компенсации из федерального фонда. В Нерюнгринском районе в этом году планируют завершить работы в 84 многоквартирных домах на общую сумму почти 580 миллионов рублей. В 9 многоквартирных домах Нерюнгри планируют ремонт, замену, модернизацию 18 лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений. В первую очередь будут закрывать работы, которые привязаны к температуре наружного воздуха. Заканчивают работы по фундаментам, фасадам и кровлям. В центральном округе столицы сегодня открыли еще одну теплую остановку. В суровых зимних условиях Якутии такие остановки необходимы для горожан, пользующихся общественным транспортом. Следуя межмуниципальным соглашениям, теплые остановки передадут улусам, которые начнут в городе реализовывать свою продукцию. Подробности в сюжете Ульяны Шагиной. Теплые остановки действительно являются необходимостью для горожан в холодное время года. Так что теперь на остановке сельскохозяйственный техникум на улице Пояркова горожане будут в комфортных условиях ожидать свою маршрутку. Удобно, конечно. Самое удобное, у нас зима скоро начнется. Поэтому такая остановка удобно, конечно. Помимо ожидания автобусов в тепле, здесь же можно приобрести местную продукцию Анабарского района. Это стало возможным благодаря сотрудничеству городского округа с муниципальными образованиями. Первое соглашение с окружной администрацией в этом году подписали. Там в этом соглашении были включены мероприятия не только в сельском хозяйстве, а также в экономике, благоустройстве, жилищно-коммунальном хозяйстве. Можно сказать, за это короткое время между нами уже и установилась крепкая связь. В рамках договора анабарцы будут ухаживать как за самой остановкой, так и за ее территорией. Ну и, конечно, предлагать населению свою свежую и вкусную продукцию. Мы предлагаем свою продукцию. Это спинка смукшена, холодного копчения, например. Вот муксун филе в масле. Такое вот тоже делаем. И вот деликатес из оленины, ботор называется. В целях поддержки местных сельхозтоваропроизводителей и обеспечения горожан свежей продукцией Управление сельского хозяйства столицы такие же договора планирует заключить и с другими улусами, которые также будут вести предпринимательскую деятельность в теплой остановке. Крестьянские и фермерские хозяйства получат льготные условия, будут освобождены от арендных платежей, оплачивая только коммуналку. До конца года в Якутске планируется установить 20 теплых остановок. У нас уже на улице Лермонтова работает остановка Намского района, где крестьянские фермерские хозяйства предоставляют свои продукции уже по своим ценам, без наценки. Мероприятия, которые они должны проводить, это открытие остановки в 7 часов, закрытие в 11 часов и уборка территории и обслуживание этой остановки именно улусами. Город же обеспечит остановки мониторами, где будет высвечиваться номер и время прибывающего автобуса, камерой наружного наблюдения для того, чтобы видеть, под каким номером подъехал автобус, рециркулятором, скамейками, пандусом для удобства людей с ограниченными возможностями. Также здесь можно будет бесплатно зарядить свои гаджеты. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск.
Линчан в начале недели настигла новость о том, что с 1 октября единственный вленский перевозчик, работающий на линии общественного транспорта, прекратит предоставлять услуги. Это известие встревожило всех пассажиров, ведь в Ленске много отдаленных микрорайонов, откуда пешком не выбраться, а такси обходится в значительную сумму. 1 октября наступило. Ранее мы сообщали, что городская администрация обратилась с передачей полномочий в районную. И та, в свою очередь, приняла решение организовать работу городского общественного транспорта. Сегодня на маршрутные линии вышли 9 автобусов муниципального бюджетного учреждения «Гранит». Теперь оно не будет перевозить отдельно школьников, но учащиеся смогут бесплатно передвигаться на городских автобусах. Районные власти заверили, что обеспечат бесперебойным транспортным сообщением линчан и улучшат условия пассажирских перевозок. Взяли расписание 2017 года, внесли некоторые коррективы в определенные маршруты. Ну, это связано с графиком движений. Ну, у нас как есть определенные обязательства по доставке школьников до школ. Это конкретно коснулось маршрута «Северный». Он теперь ездит у нас до разведчика. Хотелось бы попросить жителей и гостей города Ленска отнестись с пониманием, то, что мы новички в этом деле, ну, будем стараться. А в дальнейшем еще у нас в плане уменьшить, то есть интервал между автобусами до 7-8 минут. Сегодня Международный день пожилого человека. Самый пожилой водитель России Иван Курбаков. Ему 100 лет. Он живет в Геленджике и до сих пор водит старенький внедорожник. По данным Росстата, средний возраст водителей в России составляет 36 лет. Одни считают, что водить в преклонном возрасте опасно, ссылаясь на зрение и слабые сосуды. Другие же, напротив, уверены, что возраст не помеха, и пожилые водители гораздо более внимательны. Наши коллеги познакомились с героиней, которая, несмотря на возраст, все-таки решилась сесть за руль автомобиля. С Валентиной Медецкой ездить не страшно. Она все правила дорожного движения знает на зубок. В повороты входит плавно. Валентина Михайловна – самая взрослая выпускница автошколы МРТК за всю ее историю. Валентина Медецкая не из робкого десятка. Сесть за руль автомобиля мечтала с молодости. Муж отговаривал, мол, не женское это дело баранку крутить. Однако к своей мечте пришла, пусть и в 72 года. Инструктор зрелую ученицу считает редким экземпляром. И в возрасте уже они более ответственны, относятся ответственно на все задания, на все правила, теоретические правила, вот это ПДД, все. А молодые как бы быстро все отхватывает, но бывает и неответственно. Средний возраст водителей в России 36 лет. По данным Автостата, именно в этом возрасте люди приходят учиться и сдавать на права. Водителей, которым за 50, всего 7%. В России права может получить гражданин любого возраста, если он проходит медосмотр. Некоторые мирницы считают, вождению все возрасты покорны. Ну, смотри, как человек себя чувствует, какое состояние здоровья у него. От этого зависит, он в порядке. Почему нет? Почему бы нет? Конечно, стоит, если человек в состоянии. Ну, в 100 лет, конечно, это бессмысленно, а я бы получила. Как говорил оратор Римской империи Квинтилиан, учиться никогда не поздно. Тем более у нашей героини есть веская причина водить авто. Очень любит охоту и рыбалку. Каждый сезон, вот уже 50 лет, с мужем покоряют тайгу. Мы все время вдвоем ездим в тайгу. И иногда бывают очень даже не штатные ситуации. Колесо прокололось, да? Где-то мы напоролись на что-то, на пенек залезли или еще что-то. Где-то надо подвернуть, предположим, убить того же глухаря, да? Ружьем. И поэтому вот обязательно нужно, чтобы еще жена умела водить. А поэтому, мне кажется, женщина сейчас, и поэтому мне сам Бог велел научиться. Учиться в преклонном возрасте несложно. Валентина Михайловна доказала на своем примере. Экзамен по теории сдала с первого раза на отлично. А ведь нужно было выучить 800 билетов. И инструкторы Валентина Михайловна уверены, к концу октября женщина получит заветные права и будет катать не только мужа на охоту, но и детей с внуками. Анна Брянская, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Инспекторы Государственного пожарного надзора МЧС России провели выездную внеплановую проверку Якутского института водного транспорта. По результатам сотрудники чрезвычайного ведомства установили, что ранее выявленные нарушения устранены в полном объеме.
Добавим, сотрудниками МЧС ежегодно проводятся плановые и внеплановые проверки. Так, с начала года проверили 788 учреждений, на которых выявлено свыше 1500 нарушений требований пожарной безопасности, из которых устранено на сегодняшний день около 800. Сегодня нами была проведена выездная внеплановая проверка Якутского института водного транспорта. Мероприятие проводится в целях контроля исполнения ранее выданного предписания о нарушениях требований пожарной безопасности. В рамках проверки нами было уделено особое внимание работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре, а также состояние путей эвакуации и первичных средств пожаротушения. По результатам надзорных мероприятий нами установлено, что ранее выявленные нарушения устранены в полном объеме. А сотрудники Министерства экологии провели очистку лесного массива от несанкционированных свалок. Защитники природы выходят на субботники еженедельно, начиная с мая месяца. Подробнее в материале Власия Сергеева. Несмотря на прохладную погоду, на субботник вышло 120 сотрудников Министерства экологии и его подведомственных учреждений. Работа проходила в двух локациях – в лесном массиве на 4-м километре Намцирского тракта и в местности Сопка Любви. Мы хотим отдохнуть в чистом лесу, да, и везде мы смотрим мусор. От кого это зависит? От каждого человека. Каждый житель нашей республики должен быть ответственный за это. И сегодня мы посвятили этот субботник ко дню рождения нашего министерства. Каждый год мы отмечаем именно вот таким выходом на субботники. Данный субботник стал заключительным в этом сезоне. Сотрудники Минэкологии выходили на очистку леса еженедельно, начиная с мая месяца. По их словам, после уборки несанкционированные свалки практически сразу вновь начинают заполняться мусором. На сегодняшний день у нас 9 вот таких несанкционированных свалок. Это на территории города Якутска. Это в лесном фонде только. Вот они приехали отдохнуть, и за собой никто ничего не убрал. Даже еще вплоть до того, что даже привезли и вывалили. Вот диваны всякие. Была такая поговорка: хорошо живут там, нигде убирают, а где не мусорят. Вот надо потихоньку уже подходить к этому. Сотрудники Минэкологии напоминают о том, что за несанкционированную свалку мусора предусмотрены штрафы, которые для физических лиц начинаются от 1000, а для юридических лиц от 100 тысяч рублей. По выявлению нарушений у нас рейды проводятся постоянно. Потом у нас очень хорошая сейчас вот практика по соцсетям. То есть в том же Инстаграме, в WhatsApp, в интернете выходит информация, что где-то что-то происходит. Мы сразу выезжаем и проверяем на месте, правильная ли информация или нет, и сразу принимаем меры. По итогам этого субботника сотрудники Минэкологии собрали 350 мешков, а также 20 кубометров крупногабаритного мусора, которые были вывезены на городскую свалку. Власий Сергеев, Георгий Григорьев, Якутск. В Ленской районной библиотеке сегодня организовали выставку картин местных художников, приуроченную ко Дню пожилых людей. Гостей в связи с пандемией пришло совсем немного, но все они остались довольны мероприятием. На выставке представили картины из самоцветов, пейзажи родного края и эксцентричные образы женщин, нарисованные маслом. Полюбовавшись творчеством талантливых художников, вдохновленные посетители поделились своими эмоциями. Спасибо, что пригласили. Мы уже засиделись дома эти 2 года. Хочется куда-то в люди выйти, посмотреть, кого-то увидеть, поговорить, пообщаться. И вот с этим прекрасным, конечно, это люди здесь выставлены, работы людей талантливых, а нам приятно на это смотреть. Сегодня День пожилых людей, День молодежи, будем говорить, да? Вот, День пожилых людей, она к этому приурочила. Спасибо, всем спасибо. Писатель, историк, автор популярных романов, обладатель премии «Национальный бестселлер» Леонид Юзефович на этой неделе прибыл в Якутск. С республикой Леонида Абрамовича связывает многое, но в первую очередь его знаменитый роман «Русская дорога», в котором он описывает события гражданской войны в Якутии. Описание этих событий идет через призму 2 героев, оказавшихся по разные стороны колчаковского генерала Анатолия Пепеляева и красного командира Ивана Строда. В Якутске Леонид Юзефович посетил музей и встретился с историками, и, по его признанию, узнал много нового о своих героях. Также писатель посетил Северо-Восточный федеральный университет и встретился со студентами и почитателями своего литературного таланта.
Люди приходят за историей, и люди понимают, что единственной правильной истории нет. И вот это понимание относительности исторического знания, исторического видения, оно, мне кажется, распространяется все шире. Конечно, есть люди, которые хотят посмотреть с какой-то одной идеологической позиции. Они есть всегда, и они, я вам скажу, всегда будут. Но не они определяют вот такое вот, отношение к прошлому в нашем обществе, определяют уже не эти люди. Путешественник из Ростова-на-Дону автостопом добрался до Якутии. На сегодняшний день Иван Шматов посетил 10 стран. О сложностях кругосветного путешествия, а также о дальнейшем маршруте узнавала Марфирина Алексеева. Итак, значит, я добрался до Тази-каньона. Вот он такой красивый. Сейчас тут нет туристов, нет никого. Кругосветное путешествие Иван Шматов совершает уже на протяжении более 2 лет. Так совпало, что стартовал путешественник прямо перед пандемией. Но от своей цели Иван не отрекся. Процесс все-таки замедлился, однако удалось избежать скопления туристов и тщательно ознакомиться с посещаемыми странами. В Якутии я впервые побывал, в основном я в Юго-Восточной Азии. Я там пробовал в 10 странах. Это Китай, Вьетнам, Южная Корея, Филиппины, Малайзия, Индонезия, Гонконг, Макао. С 15 килограммами на спине Иван перемещается в основном автостопом. Бывало, проходил по 45 километров, прежде чем кто-нибудь согласится попутно подвезти путешественника. Направляясь в Якутию, отметил, что водители здесь отзывчивые. Менталитет людей, вот я что заметил, дальнобойщики, они все с друг другом вот так вот здороваются, когда едут. То есть на Западе такое не характерно. На Западе, если люди будут так смотреть на тебя с опаской, типа, что какой-то чувак едет там, я лучше проеду мимо и не остановлюсь, то вот здесь это как-то более лояльнее, что ли. То есть люди понимают, что если тебя не подобрать, то он замерзнет, или его медведи сидят, или еще что-то. На днях путешественник посетил Кангаласский мыс и туристический комплекс «Царство вечной мерзлоты». Хотел бы, конечно, Ленские столбы посмотреть. То есть это тоже одна из достопримечательностей, так сказать, Якутии. И вот город Мирный еще. Там вот где алмазы добывают, такой большой кратер. Тоже хочется посмотреть. Дальнейший маршрут путешественника отправится в Колымский край, Магаданскую область, проехать по так называемой трассе смерти и наведаться в заброшенные города-призраки. А после покорить Камчатку. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и удачных вам выходных.